Это программа «Актуальное интервью». Корпорация «Синергия» намерена реализовать в нашем регионе ряд образовательных проектов. И в эти дни в столице республики находится делегация корпорации. И о том, что это за проекты и когда они будут реализованы, мы узнаем у вице-президента корпорации «Синергия» Ольги Грищенко. Ольга Александровна, здравствуйте. Приветствую вас. Ну, расскажите, пожалуйста, какие задачи, как минимум, вы намерены решить во время визита в Якутск и какие конкретные проекты будут обсуждены в ходе встречи? На самом деле наша делегация прибыла по приглашению руководства региона, и на сегодняшний день задачи, которые стоят перед нами, они те же самые задачи стоят, собственно говоря, и у министерств республики по развитию и сферы IT-технологий, по развитию экономики региона, развитию туризма и многих других вопросов, также молодежной политики, образования. И первым шагом мы на самом деле подписали соглашение с Корпорацией развития инвестиций в регионе и планируем в ближайшее время приступить к вопросу реализации и планирования концессионного соглашения по колледжу цифровых технологий, которые позволят нам совместно с властями республики обеспечить необходимым количеством кадров экономику, которая так стремительно развивается в сфере IT в регионе. Безусловно, это и национальный проект, который тоже должен быть обеспечен кадрами, и уж так сложилось, и, собственно говоря, предсказуемо сложилось, что сегодня мы находимся в IT-парке. Это на самом деле очень мощный кластер, который правильно организован, который знает, как работать с бизнесом, партнерами, государством и всеми участниками этого процесса. И мы очень заинтересованы в интеграции в данном процессе и в образовательные проекты, и в том числе в разработке ПО, и в том числе планируем сотрудничество с партнерами IT-парка в различного рода проектах, которые нам сегодня показывали на одной из встреч уже. Уникальные разработки, и мы готовы тоже их всячески поддерживать. Если брать направления дополнительно, которые мы сегодня обсуждали и в правительстве, и также вчера. Очень плотный график, на самом деле. Мы встречались и с министерством, курирующим предпринимательское направление, и корпорация «Синергия», в том числе известна своими бизнес-форумами, бизнес-образованием, MBA. Мы вручили 3 сертификата на MBA предпринимателям в сфере туризма, чтобы это помогло развивать бизнес именно в этом направлении. И известно, что это одна из стратегических задач региона на данный момент — организовать максимальный въездной туризм в республику. Благо для этого есть все предпосылки и потенциал республики, безусловно, с ее уникальной культурой и природными ресурсами в том числе. Все предпосылки для этого есть, и мы также наметили продвижение с министерством в дальнейшем и ближайшие встречи для обсуждения стратегии развития этого направления в республике. Что еще мы запланировали? Безусловно, сотрудничество в молодежной политике и проектах молодежного патриотизма. Данные проекты уже существуют в республике, где-то они еще только планируются, и мы сейчас активно будем интегрироваться в команду, чтобы поделиться нашей экспертизой, наработками, тем, что мы уже делали на территории России, либо то, что мы разработали буквально в моменте. Так уж получилось, что на самом деле Якутия станет пилотным регионом по многим нашим направлениям, и мы очень рады, что встретили такую поддержку у властей региона, и, собственно говоря, не только властей, но и организаций, которые здесь работают, тоже заинтересованы в сотрудничестве. Безусловно, все это очень здорово. Но вернемся к IT-парку. Я так понимаю, вы намерены сотрудничать с региональным нашим IT-парком, и чем ваша корпорация сможет помочь в подготовке специалистов для именно IT-отрасли нашей республики? Как я уже сказала, первое направление — это колледж цифровых технологий, а соответственно, как мы понимаем, колледж позволяет в более коротком временном треке, от года до 3,
образовывать, обучать специалистов для рынка не только Якутии, но и России. Но поскольку именно в Якутии самое большое количество резидентов IT-парка, да, и наиболее успешных, я бы сказала, с точки зрения экспорта технологий и продукта, производимого этими компаниями, то, конечно, они очень быстро растут, нуждаются в кадрах. И в данном случае мы хотели бы, да, с ними сотрудничать в рамках подготовки специалистов именно на базе колледжа, потому что академическое образование высшее, оно более длительное и не всегда необходимо для подготовки тех же самых программистов. Да? Поэтому вот стратегия на оперативную подготовку специалистов может быть реализована на базе нашей инвестиций видимо, либо строительство, либо в организацию на базе каких-то существующих уже инфраструктурных объектов именно колледжа цифровых технологий. Собственно, поскольку это инвестиционный проект, то в дальнейшем планируется, что бюджетных средств там не будет использоваться, они будут исключительно коммерческими, либо обеспечены партнерами, работодателей, которые будут заказывать уже необходимых специалистов на обучение. Ну вот вы отметили довольно-таки серьезный, хороший потенциал именно в сфере туризма в нашей республике, и говорите, что провели уже ряд встреч и переговоров именно по этой сфере. Есть ли уже какие-то направления, которые понятно, в каком направлении будет развиваться ваше сотрудничество? На данный момент мы планируем популяризацию туризма, и на самом деле Якутия очень активна в этом плане, и бренд Якутии, он многим уже известен, он хорошо себя позиционирует и не только в пределах России, но уже и за рубежом. Я уверена, вы встречали здесь иностранных туристов, и не редкость это, но в целом мы планируем использовать ресурсы синергии в плане интернет-маркетинга, продвижения. Мы организуем с Ростуризмом форум «Россия туризм». Вот в этом году их было 2, посвященные летнему и зимнему сезону. И задача этого форума как раз стояла показать, где можно отдыхать вообще в России, поскольку границы закрылись, и население просто не знало, куда ехать. И Якутия также представляла свои проекты на этом форуме. Но, конечно, если мы сейчас будем разрабатывать совместную эту стратегию продвижения, то эта программа будет уже более комплексной и будет включать сотрудничество других организаций, которые работают в сфере туризма. И, безусловно, наши возможности в плане маркетинга, я уверена, сработают и на благо туризма республики. Вот, говоря о цифровых технологиях, ваша корпорация в том числе славится тем, что существует уникальная, на мой взгляд, цифровая платформа, на которой вы проводите ряд онлайн-форумов и различных мероприятий. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этой платформе. Это платформа Synergy Online. На самом деле мы разработали уже порядка 6 глобальных платформ, на которых, с одной стороны, мы реализуем университетские программы, да, все перешли в онлайн, пока был локдаун. И у нас есть университетская платформа, еще ряд платформ Мегакампус, это тоже образовательная платформа. Synergy Online отличается, конечно, ее создали буквально 6 месяцев назад. Это было ответом на отмену всех офлайн мероприятий. Синергия все-таки знаменита своими крупными бизнес-ивентами, да, и когда отменили все мероприятия, нам пришлось искать выход, потому что аудитория-то у нас осталась, она никуда не делась, она продолжала нуждаться в контенте, в предпринимательском, антикризисном. И да, мы полностью перевели весь наш ресурс и наши мероприятия на данную платформу. И с самого начала вместе с коллегами в Министерстве экономического развития России мы транслировали там вебинары на всю Российскую Федерацию. Продолжаем это делать, антикризисные вебинары для предпринимателей о мерах поддержки, о способах развития бизнеса, о новых каких-то изменениях в законодательстве, либо ресурсах, которые снова становятся доступными российскому бизнесу, малому и среднему бизнесу. Опять-таки новая тематика по самозанятым, и 4 декабря мы планируем на платформе проводить Всероссийский форум по самозанятым, где еще те, кто не организовали свой бизнес вот в виде самозанятости, могут узнать, как это делать, как и в какой индустрии это можно сделать. Смогут услышать экспертов, образовательные мастер-классы будут также там представлены. И в целом у нас очень насыщенная программа на этой платформе. Более 30 мероприятий уже прошло в онлайне. Аудитория в среднем от
8 тысяч и там, да, больших достаточно аудиторий по всей России. Форумы у нас проходят также как в платном, так и в бесплатном формате. На самом деле у нас просто подписываются на платформу все желающие, но часть контингента и населения у нас могут участвовать там бесплатно. И также у нас большое количество бесплатных мероприятий на этой платформе доступно любому жителю страны. 27 ноября мы планируем российско-британский форум для бизнеса и культуры. Все, кто заинтересован в культурном взаимодействии с Великобританией или, допустим, в развитии бизнеса, у нас планирует выступить глава британской бизнес-акселерации, где более 30 тысяч британских резидентов, и в том числе мы планируем выступление российского бизнеса. И, конечно, все, кто к нему присоединится, поймут, какие есть новые возможности и куда можно обращаться, чтобы сотрудничать с Великобританией, поскольку ее поддерживает также еще наше посольство официально, то есть мероприятие достаточно официальное. Мы также поддерживаем ряд социальных проектов, и у нас будет форум по доступному туризму и инфраструктуре для людей с ограниченными способностями и возможностями. И, соответственно, у нас это также всероссийский форум, где будет обсуждаться социальное предпринимательство, выступят успешные социальные предприниматели и, конечно, общественные деятели, и будут представлены максимально те проекты, которые направлены на реализацию безопасных, доступных путешествий по России для контингента с особенными потребностями, скажем так. Соответственно, платформа на самом деле сейчас очень популярна, в ней более 1 миллиона подписчиков постоянных, и мы будем рады там приветствовать, собственно говоря, всех, поскольку там проходят и женские бизнес-форумы, и просто различные тренинги, различные вебинары по интересам, там можно найти буквально все. Ну и, конечно, там проходят серьезные всероссийские события, на которых выступает руководство федеральных ведомств и достаточно известные медийные лица. Ну и вопрос, который невозможно не задать, естественно, он касается пандемии коронавируса. Вы, как эксперт в области бизнеса и экономики, как считаете, малый и средний бизнес, который больше всего пострадал в результате вот этих событий, получает ли он достаточно поддержки от государства или какие-то меры можно было бы усилить? Вы знаете, малый и средний бизнес на самом деле пострадал, крупный еще больше пострадал. Все очень зависит от отрасли, да, в которой находился бизнес, но судя по выступающим на тех же вебинарах Минэкономразвития, да, мы все-таки находим успешных бизнесменов, чтобы передать тот опыт другим предпринимателям, который абсолютно применим во всех этих случаях. И мое наблюдение было, что все меры господдержки, многие отзывались, что вот беспроцентные кредиты, да, которые затем компенсируют еще и субсидия, да, то есть они невозвратные уже фактически эти кредиты для зарплат, чтобы сохранить рабочие коллективы, да, он сработал на ура. Доступность льготного кредитования в этот момент, она на самом деле тоже значительно помогла предприятиям, но все-таки мы с вами знаем, что предпринимательство, да, но для него никогда не бывает идеального момента. Точнее, момент бывает, а вот от инфраструктуры и атмосферы, которую кто-то может гарантировать и держать зонтик безопасности, ее нет ни в одной стране, это в любом случае предпринимательские риски. В этот раз произошедший кризис, да, он отличается в основном тем, что он прошел во всем мире. Раньше это происходило локально, да, и у нас очень много бизнесменов, кто уже пережил не один кризис и достаточно серьезный. И хотела бы выразить, на самом деле, большую благодарность. Этот бизнес включился в этот кризис и убедил, вот, угасил эту панику предпринимателей у многих, что, ребят, история повторяется, все то же самое. Сейчас просто вот сверху. Поэтому было очень много рекомендаций, советов, как лучше действовать в данных случаях, но очень много бизнесов на самом деле умудрились адаптироваться и превзойти финансовые свои ожидания, прогнозируемые на этот год. Многие ушли в интернет. Поэтому, конечно, развитие IT-индустрии, Россия только, как и все страны, поняли, что цифровизацию надо реализовывать намного быстрее. Все ушли на маркетплейсы,
В целом, я думаю, и вы, и я заказывали еду, да, с помощью гаджетов, и не только еду, но и вообще все остальное. И гибкий бизнес на самом деле очень быстро перестроился на торговые отношения в сфере части услуг и товарооборота. И в целом многие предприятия умудрились выйти на международные маркетплейсы и начать торговать с Великобританией, Китаем, Штатами и прочими странами, увеличивая свои товарные обороты в десятки раз. Даже не справляются со спросом некоторые, как мне уже вот рассказывали, именно благодаря тому, что в пандемию вынуждены были выйти из зоны комфорта либо географии, в которой они работали, и переключиться на какие-то новые поиски новых идей, ресурсов и способов. Поэтому государство очень поддержало предпринимателей в том, что позволило им и услышало их, дав им тот ресурс. И сегодня, кстати говоря, правки к национальному проекту по развитию малого и среднего бизнеса, да, они как раз и включают возможные цифровые платформы, включают доступ к нетворкингам, чтобы не содержали все-таки за свой счет офисы те предприниматели, кому нет в постоянном офисе необходимости. И очень оперативно откликнулись на запрос предпринимателей именно в цифре, в доступности интернета и в доступности временной аренды в офисах. Поэтому вот новые поправки и новая редакция, конечно, нацпроекта, она уже адаптирована, кастомизирована и сформирована как раз из тех запросов в регионах, которые позволила реализовать как раз их инфраструктура. Мой бизнес, который внедрили буквально, да, вот 2 года назад. Сегодня эти центры есть во всех регионах, и я думаю, что как раз, чтобы развить эту инфраструктуру и ее коммуникацию с предпринимателями, в этом году были, конечно, идеальные условия. Предприниматели все пришли в эти центры, чтобы получить консультацию, поддержку, совет, меры поддержки, микрофинансирование, любые формы поддержки, они были реализованы через эти центры, и как раз настроилась правильная коммуникация государства, центра «Мой бизнес» и предпринимателя. Поэтому государство, наверное, в данном случае сделало то, что было нужно. Ольга Александровна, я благодарю вас за эту беседу. Всего вам доброго. Спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.